Упражнение номер 1 одновременно выполняют представители всех команд. Здесь главное не время, а точность попадания. За всем происходящим следят профессиональные судьи из числа спецподразделений. Их мнение не решающее. Результат стрельбы видим невооруженным глазом. Десятка одна. Есть. Девятка одна. Есть. Восьмерка одна. Есть. Семерка одна. Есть. Пятерки 4. 10 команд в составе сотрудников разных отделов Государственной службы охраны. В общей сложности более 50 человек собрались на учебном полигоне в селе Эшера. Попасть сюда на соревнования по стрельбе удалось лишь самым лучшим. Условного противника в виде бумажных и металлических мишеней нужно было поразить с максимальной точностью. Сделать это удалось практически всем. Хотя эти стрельбы имели соревновательный характер, участники к ним отнеслись в большей степени как к тренировке. Но уже ко второму упражнению появился азарт и желание стать лучшим на этом турнире. Максимально быстро нужно поразить 6 мишеней. Стрельба из стабильного оружия на время. Специальный датчик фиксирует момент начала стрельбы, а дальше все зависит от профессионализма участника. Усложнено задание металлической мишенью, сбить которую лучше всего с первого раза, что дает лишние баллы команде. Сегодняшние стрельбы – это подведение итогов подготовки личного состава, проверка уровня подготовки наших сотрудников, популяризация стрелкового спорта. И по результатам стрельб будут сделаны выводы по совершенствованию методических каких-то рекомендаций, по повышению уровня наших сотрудников в стрелковых видах спорта. Данное мероприятие приурочено к Дню образования органов госбезопасности, так как Государственная служба охраны является неотъемлемой частью общей системы безопасности нашего государства. Поэтому мы приурочили это мероприятие к этому дню. Соревнования вполне официальные, но лица крупно снимать нельзя. Как-никак перед нами самые эффективные в стране стрелки спецподразделений. Скорость выстрелов иногда запредельная, чуть более секунды. Для сотрудников специальных подразделений ГСО – обычное дело. Чтобы каждое задание этих стрелков было успешным и все они живые и невредимые возвращались в свои отряды и семьи, необходимы упорные тренировки. Практическая стрельба – это целая наука. Стрелять надо не только точно, но и быстро. Стрельбище – это один из самых главных нашей работы. И мы это делаем по возможности. И результаты сегодня показали, ребята неплохие. Но мы над собой должны работать. В личном первенстве лучшим стрелком соревнований признан Гудиса Джопуа. Непревзойденным лидером в командном зачете стала сборная Государственной службы охраны в составе Джопуа, Измайлов, Долгоруков. Они и забрали главный приз соревнований – кубок, который победителям вручил президент Рауль Хаджинба. В плане результатов мы то, что хотели, то получили. Во-первых, мы точно знаем, кто теперь у нас вообще вне конкуренции. Знаем, кто нам составит конкуренцию на следующих соревнованиях. Знаем, какие соревнования мы следующие проведем. Мы не будем повторяться, все-таки жизнь, она такая штука. День на день не приходится, поэтому что-то еще придумаем. Радость от победы переполняет наши чувства, конечно. Подобные соревнования – это не только возможность проверить собственные силы и физическую подготовку. Это еще и отличная возможность оценить уровень профессиональной подготовки коллег и определить свое направление для дальнейшего развития в этом прикладном для спецподразделений виде деятельности. Соревнования завершились. Уже на следующий день их участники вернутся к своей привычной работе. Возьмут в руки боевое оружие, и над их головами незамеченной не пролетит даже муха. Нисфа Аршба, Давид Хашик, Абхазское телевидение.